Добрый день, я прибыл из Москвы, представляю Государственный университет управления. Евразийский конгресс на сегодняшний день требует особого внимания, евразийское сообщество. Изучив материалы, которые будут представлены на данном мероприятии, я хочу сказать, что пришло время собирать камни, потому что долгое время евразийскому сообществу мало уделялось внимания. Сегодня то время, когда нужно собраться все вместе и решать все проблемы на евразийском пространстве. Мы сегодня с вами открываем Казанский международный конгресс евразийской интеграции 2021 года. Я рад вас приветствовать от имени Государственной Думы, потом сделаю это еще официально. Хочу приветствовать участников, которые и находятся в этом зале, и тех, кто с нами находится на связи по ВКС, как это сейчас уже вошло в практику нашей жизни и зачастую дополняет наше общение. Но при этом должен сказать, что наш форум, а он был начат 3 года тому назад в очной форме, сейчас продолжает такую же работу уже второй раз. Мы в прошлом году вынуждены были из-за пандемии сделать небольшой перерыв. Правда, работа на этом у нас не прекращалась. Я думаю, мы обменяемся в ходе нашего форума, в том числе, что удалось за это время сделать. Мы сегодня находимся на Евразийском форуме. Данная ситуация, наверное, в данном коллективе мы немного новички, поскольку люди здесь общаются 20-30 лет. Здесь собрались академики, весь свет науки. Здесь, Нуреев, профессор, наш друг хороший, Роберт Искандерович Нигматуллин и многие другие из Москвы, наши друзья. Мы присутствуем здесь только 7-й год. Это очень нужное, полезное такое мероприятие, интеграция евразийского пространства. После обеда у нас будет доклад. Доклад у нас будет на тему нашей штабной деятельности. Поскольку мы 7-й год в штабе, занимаемся тюркскими народами, и мы организовали, тюркский сейчас у нас клуб предпринимателей совместно со штабом, татарский, тюркский клуб предпринимателей, и он уже очень активно начал работать. Они оплатили 2 наших ифтара на большое количество людей. И мы хотим при этом, тюркском клубе создать также научное общество. Это научное общество целью, задачей будет, популяризация и дальнейшее продвижение рационализаторских, экономических, каких-то технических новшеств в экономику, в политику, в производство. Обсуждение это, сбор в Москве, этих представителей научного мира будет в штабе. И будем мы начинать такую деятельность. Это евразийское пространство, которое, здесь представлено, практически оно уже в штабе, мы этим вопросом занимаемся 7-й год. Поэтому нам эта тема очень близка, очень знакома. Много здесь у нас уже партнеров, друзей. Нам очень приятно, что когда мы еще 7 лет знакомились, 6 лет назад знакомились, они все в курсе наших достижений, в курсе наших продвижений. Поэтому мы здесь, как у себя дома, очень приятно, здесь такой микроклимат, хорошие люди. Мы очень комфортно и продуктивно здесь проводим время. Қонақлар, халықара конгрессында қатнашушылар, шын көңілден шатланып сәлемлеймін бітінігізні. Өзіміздің Қазанымызда, Татарстанда, хамышыбызда оңышлар тілеймін. Уважаемые участники Международного конгресса, уважаемый Леонид Иванович, Михаил Иосифович, уважаемые коллеги, эксперты, дамы и господа. Позвольте мне от имени руководства нашей республики, комиссии Совета законодателей Российской Федерации по проблемам международного сотрудничества, от себя лично сердечно приветствовать вас на гостеприимной татарстанской земле. Прошедший год вновь доказал, современные вызовы наиболее эффективно решаются в тесном взаимодействии государств и народов. В рамках многосторонних глобальных и региональных интеграционных объединений это, безусловно, приоритет. Главное здесь масштабы, скорость, глубина и результативность процесса.
Полагаем, что концепция евразийской интеграции на современном этапе приобретает все большую актуальность. Мы-то с вами уверены в том, что мы подставляем свое и региональное, и парламентское плечо усилием глав государств, президента Российской Федерации на международной арене, для того, чтобы эта интеграция работала на развитие, на успех. И каждая такая встреча завершается принятием резолюций, направленных на реализацию наших договоренностей. Благодаря ей наши страны должны стать сильнее, ускорить всестороннюю модернизацию, международную кооперацию, наконец, мобилизовать усилия на проведение согласованной экономической политики. Рад, что столица Татарстана, тысячелетняя Казань, стала местом встречи авторитетного экспертного сообщества, выработки новых подходов к реализации провозглашенного руководителями наших государств курса на интеграцию в масштабах Евразии. Принимая во внимание накопленный в Татарстане опыт регионального проведения форумов по обсуждению интеграционных проблем, размещение штаб-квартиры региональной площадки было бы логичным именно в Казани. Вы знаете, я смело говорю об этом, поскольку когда премьер-министры стран нашего сообщества ЕЗС собирались в этом зале, они говорили, тут аура такая, тут близкие нам, понятные, значит, языки многих народов, где мы могли бы открыто и откровенно для пользы дела обсуждать эти вопросы, а не так часто, может быть, встречаться только в Москве там, или только в Санкт-Петербурге. Я это говорю от себя, я это говорю от тех предложений, которые звучали месяц назад, и думаю, мы, Леонид Иванович, обсудим эти вопросы только с одной задачей. Понятно, дополнительные хлопоты Татарстану, понятно, значит, там все остальное, но благородная цель, которая стоит перед нашим сообществом, требует новизны, какой-то обновленности, каких-то новых форм и форматов. Для вас не новость, если я скажу, республика многонациональная. 173 нации и народности проживают в республике Татарстан. 173. 2 государственных языка. Каждый проживающий в Татарстане народ имеет национально-культурную автономию, которая объединена в Ассамблею народов Республики Татарстан. И попробуй там сказать, что ты должен забыть язык отца и матери. Попробуй там сказать, что давайте мы будем изучать только один язык, традиции, обычаи любого народа. Это очень проблемная тема, которая тоже волнует людей, с которыми мы живем, работаем и строим свое будущее. Нам кажется, в лучшей форме этот потенциал и возможности раскроются, если мы расширим круг участников в этом деле. На казанских дискуссионных площадках у нас есть прекрасная возможность обсудить важные вопросы и проблемы межгосударственного сотрудничества, определить магистральные направления дальнейшего развития, обменяться экспертными мнениями и оценками, предложить свои варианты решения отдельных проблемных моментов. Полагаю, теплая июльская атмосфера Конгресса подскажет консенсусное разрешение вопросов и возможных противоречий, будет способствовать расширению аудитории экспертного сообщества, дипломатов, политиков, практиков. СНМСС, Харматле, Кадерле, Дуслар. Мы приветствуем на Казанской земле. Мы участники Казанского конгресса евразийской интеграции. Зовут меня Хусамов Раил Римович. Я доцент Казанского федерального университета, представляю Институт международных отношений. Со мной мои коллеги, красивые девушки. Представляю вам Айсулу Гараева. Это выпускница Казанского федерального университета. Сейчас она учится в Москве, сама расскажет, как, где учится. И ее подруга, уважаемая Полина. Они приехали на этот конгресс. И с большим удовольствием мы прослушали интересные доклады. Ну и надеемся еще и сами выступить, но это уже будет, наверное, завтра. Предоставлю слово. Во-первых, хотел сказать, поблагодарить штаб «Татар» за такую интересную, неожиданную возможность пообщаться с вами. Мы подписаны и следим за событиями в вашей жизни, но неожиданно встретились здесь, на этой площадке, поэтому мы очень рады этому. Пожалуйста, Айсул.
Кадрле Дуслар, очень приятно присутствовать в данном мероприятии на таком уровне и встретить, так скажем, знакомые лица, которых я была подписана в Инстаграм. Так получилось, что я занимаюсь развитием культурного сектора и связью его с экономикой. И очень приятно быть принятой, быть частью этого мероприятия в связи с тем, что считаю, что развитие не только российской культуры, но и культуры Татарстана – это важный сегмент в настоящий момент. Надеюсь, что удастся также познакомиться с другими участниками более близко и найти, возможно, связи, которые помогут и дальше способствовать развитию в наших научных исследованиях. Да, меня зовут Полина, я Никиенко, я из Высшей школы экономики, тоже Москва. Занимаюсь японоведением, связями Японии с Россией. Тоже очень рада принимать участие в таком крупном конгрессе, который посвящен важной международной повестке. И я только в первый раз в Казани, в первый раз в Татарстане невероятно впечатлена городом, буквально влюблена в него и уверена, что приеду сюда еще раз. Участникам и гостям Казанского международного конгресса Евразийской интеграции 2021. Дорогие друзья, работа Казанского международного конгресса Евразийской интеграции имеет важное значение для стран-участниц Евразийского экономического союза, укрепляет межпарламентское сотрудничество. Вам предстоит обсудить вопросы внедрения на евразийском пространстве цифровых технологий, развития промышленной кооперации, формирования общего устойчивого финансового рынка и современной транспортно-логистической инфраструктуры. Выработать рекомендации по углублению интеграционных процессов в интересах входящих в Евразийский экономический союз государств и граждан. Желаю конструктивных дискуссий, всего самого доброго. С уважением, председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Я говорю так и на словах, и в разговорах в Государственной Думе. Мы все больше и больше говорим о евразийском экономическом сотрудничестве, не только говорим, но и думаем, но и принимаем множество законопроектов в этой сфере. И он меня попросил передать на словах, в том числе руководству Татарстана, его благодарность за то, что вы не просто откликаетесь на предложение Государственной Думы о проведении такого международного конгресса, но и наполняете смыслом и содержанием его. Вот даже сегодня, выступая здесь, вы сказали о новых некоторых предложениях, причем, несмотря на то, что, да, действительно, они потребуют дополнительной ответственности со стороны Татарстана, эти предложения на самом деле наполнены глубоким смыслом, потому что если мы будем сейчас говорить с вами не просто торжественным языком, а переходить к практическому языку, то мы поймем, что очень много мы не доделали и не сделали, и в надежде на блестящее будущее наших отношений с Западом, например, я даже провожу иногда такую параллель. Вы знаете, для России явилась трагедией, для Советского Союза точнее, трагедией его распад, всем известно, в том числе и в кооперации, в экономике. Но не меньшая трагедия происходит сегодня на наших глазах. Вот я всегда привожу этот пример нашей влюбленности в Запад, в эту кооперацию, в то, как мы быстро поверили, что их компьютеры заменят нашу, в том числе и электронную промышленность. Недавно мы говорили об этом очень подробно с премьер-министром Мишустиным, и пришло не только осознание, что и железо, и программы, и особенно электронику мы должны делать, конечно же, сами. А мы это все потеряли, и вот вторично испытываем через 30 лет это осознание и, по сути говоря, разрушение тех самых связей, которые строились на такой основе: продадим нефть, купим все остальное. Оказалось, что не просто это купить. Это попало под запрет, и продовольственная, и фармакологическая безопасность. Все это нуждается сегодня в том, что мы должны осознавать новую реальность. Эта реальность тесно связана с тем, что происходит на просторах Евразии. Мы, кстати говоря, конечно, мы выдержим это напряжение, и я привожу всегда в пример еще более тяжелой ситуации на той же Кубе.
где не так давно разговаривал с руководством этой республики, которые тоже потерпели несколько раз вот таких серьезных не просто разочарований, а, по сути говоря, то, что должно было привести к краху этого маленького государства на границе с очень большой серьезной державой. Это разочарование было связано в том числе и с теми событиями, о которых я только что сказал. Когда Советский Союз распался, Россия отказалась фактически от связей с Кубой, а она существовала на 80% за счет этих связей. Потом еще раз это разочарование было в сфере нефти в обмен на сахар, когда эту нефть передали в частные руки, и частники отказались ее поставлять. И все равно они выдержали. Все равно они работают и действуют, несмотря на то, что им это дается очень сложно. Я со своей стороны еще раз хотел бы подчеркнуть о том, о чем здесь сказал до меня выступающий. Эти слова, они глубоко ложатся в мое сердце, потому что можно, конечно, проводить и дальше евразийские экономические форумы, они нужны и в Астане, и в других государствах, входящих в это сообщество. Но еще более интересно это делать на площадках региональных, тем более, что там, на этих региональных площадках, региональных, я имею в виду российских площадках, есть чем поделиться. Эти государства тоже нуждаются в такой работе, и мне кажется, это предложение проводить это в Казани и делать постепенно, может быть, не сразу, Казань центром такого сотрудничества, оно, мне кажется, обречено на успех, и я, по крайней мере, обещаю вам, что я буду делать все для того, чтобы это реализовать. Я бы еще раз хотел поблагодарить принимающую сторону, хотя их так не назовешь, я бы и хотел сказать искренне и неформально. Это друзья, это аксакалы, это люди, понимающие не хуже меня, гораздо глубже иной раз, когда мы делимся в других кабинетах в нашем прошлом, понимающие всю важность вот этой работы, о которой здесь так торжественно иной раз говорится в наших приветствиях. Я с удовольствием хочу пожелать всем нам успеха в проведении Казанского международного конгресса евразийской интеграции. Спасибо. Сегодня мы знаем, что в Республике Татарстан проходят Дни Республики Саха-Якутия, посвященные столетию Республики Татарской ССР. Вы знаете, что и у нас в следующем году, в 2022 году, мы через 2 года получили государственность, тоже будет столетие нашей республики, поэтому мы перезаключили соглашение между Республикой Татарстан и Республикой Саха-Якутия, было представлено нашим главой Алексеем Сергеевичем Николаевым. А мы, как представители парламента республики, встречались со своими коллегами в Государственном совете Татарстана. Мы с ними давно общаемся, но вот 2020 год немножко нас разлучил, скажем так, да, но мы все равно как только послабление получили, мы решили возобновить свои отношения. Мы давно общаемся, у нас очень много точек соприкосновения, у нас даже, если как, кстати, бюджетного комитета могу сказать, и бюджет у нас почти такой же, как в Татарстане, но сам пирог нашего бюджета отличается, поэтому нам хочется найти, наверное, совместное решение многих проблем, которые есть и у нас, и в Татарстане. Участвуя в пленарном заседании по интеграции евразийского общества, конечно, для нас это очень близко. Мы, конечно, на сегодняшнем мире одно государство, один регион сам по себе развиться не может, но только может развиться в интеграции с другими регионами. А сегодня евразийская – это не только Россия, это вся Европа, вся Азия. Поэтому мы бы хотели услышать, что нового в этой политике. Поэтому сегодняшние доклады, они разные, можно сказать, разнополюсные. Поэтому очень, наверное, поучительно нас именно принимать. Хотя мы не планировали принимать участие в этом мероприятии, но очень полезно, я считаю. Поэтому с удовольствием я посещаю и такие мероприятия, и просто дружеские мероприятия. Поэтому огромное спасибо. И Татарстану еще лучшего, большего развития, тепла и света всем. Спасибо. Уважаемый Леонид Иванович, уважаемый Михаил Иосифович, уважаемый Фарид Хайрулович, уважаемые участники Конгресса,
разрешите поприветствовать от имени научной общественности Татарстана вас. Ну, как вы знаете, к сожалению, вот карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, не позволили нам встретиться в 2020 году. Но на предыдущем Евразийском форуме 2019 года мы пришли к выводу о необходимости продолжить работу по формированию мощного Евразийского научно-аналитического информационного центра по проблемам экономики и финансов, правовых актов, связанных с евразийской интеграцией. Предполагалось подключение к этой работе как отдельных стран, так и ведущих экспортно-ориентированных регионов России. Думаю, по мере стабилизации ситуации на фоне прогнозируемого роста мировой экономики нам надо усилить внимание к этой позиции. На только что прошедшем в начале июня Петербургском экономическом форуме центральной темой одной из дискуссий стала тема развития евразийской интеграции в условиях распространения высоких технологий и трансформации экономики. Это не только создание цифрового единого поля евразийской интеграции и условия оперативного перемещения товаров, капитала и рабочей силы. Радикальные изменения в самих технологиях способны изменить структуру и пространственный контур наших связей. Там же на форуме было отмечено, что Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода. Это один из принципиально новых взглядов на использование наших ресурсов и нашего научного потенциала. И подобные точки зрения и позиции, я думаю, требуют дальнейшего развития. Мы хорошо знаем, что примитивная экономика обладает меньшим потенциалом кооперации, чем высокотехнологичная. А кооперация фактически является важнейший фактор развития производительности труда и эффективности экономики. Наверное, именно с этих позиций, как страны, имеющей мощный научный потенциал, а не только огромную территорию и природные ресурсы, и должна рассматриваться платформа интеграции России с другими государствами на евразийском пространстве. Я считаю, что Казань, с учетом ее научного потенциала, имиджа самого Татарстана, может и в дальнейшем рассматриваться как постоянная евразийская площадка для организации таких крупных дискуссионных мероприятий, фактически имеющих, я думаю, глобальное политическое и экономическое значение. Я, безусловно, поддерживаю предложения, которые здесь звучат, о том, чтобы сделать эту площадку постоянно действующей, потому что действительно вопросы практически очень важные, необходимо решать, обсуждать, и это очень было бы полезно, очень хорошо. И я хотела бы зачитать приветственное слово Михаила Владимировича к участникам Конгресса. Уважаемые участники, гости и организаторы Конгресса, от лица Евразийской экономической комиссии приветствую вас и поздравляю с началом работы очередного Казанского международного конгресса евразийской интеграции. За годы проведения Казанский конгресс стал представительной и авторитетной международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов евразийской экономической интеграции, перспективы расширения и углубления интеграционного взаимодействия наших стран, развития сотрудничества в Евразии. Символично, что мероприятие проводится в столице Республики Татарстан, Казани, расположенной в самом центре Евразии. Широк состав участников нынешнего конгресса, среди которых авторитетные государственные и общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, ряда ведущих российских вузов и научных организаций, эксперты, ученые-евразийцы. Насыщенная проработанная программа Конгресса позволит всесторонне обсудить различные аспекты интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, их социальное измерение, потенциал научной кооперации, а также выработать комплексные предложения по развитию Евразийского экономического союза в контексте современных вызовов и угроз. Хотел бы отдельно отметить весомую роль организаторов мероприятий в лице Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, Экономического общества Республики Татарстан и Казанского Приволжского федерального
университета, а также Вольного экономического общества России и Изборского клуба, традиционно проявляющего глубокое внимание к евразийской тематике и работе на евразийском направлении. Уверен, что итоги работы Казанского конгресса в 2021 году будут, как и всегда, весьма содержательны и компетентны. Это позволит использовать их в реализации ключевого документа стратегического планирования на ближайшие 5 лет стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Желаю участникам, гостям и организаторам Казанского международного конгресса евразийской интеграции 2021 успешной, продуктивной работы и интересных, насыщенных дискуссий. Всего наилучшего, с уважением, Михаил Владимирович Мясникович.